Шахматы и борьба. Спортивный центр в сельском поселении Троицкое объединил в своих стенах два вида спорта, которые друг от друга явно отличаются. Первый является логический, другой силовым. Однако и на борцовском ковре, и на боксерском ринге приходится прибегать к хитрым приемам, отмечают именитые спортсмены. Без шахмат, как говорится, и думать надо в шахматах. И мы в боксе тоже играем в шахматы. Нам очень приятно играть в шахматы. Экономика, да, хорошо, социальные вопросы, но без развития физкультуры и спорта и такого традиционного, любимого всем ингушским народам вида спорта, как спортивная борьба, вольная, греко-римская, конечно, наверное, это было бы невозможно. И я надеюсь, что вот в этих стенах, которые сегодня будет подарен юным борцам Ингушетии, вырастут великие сыны ингушского и российского народа. К открытию центра в Троицком довершился чемпионат СКФО по быстрым шахматам на Кубок президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Сам он здесь же в качестве гостя. Накануне приехал из столицы Филиппин специально для открытия центра. Вчера мы были в Маниле, это недалеко от Ингушетии находится, в республике Филиппины. Вот. И когда спросили, куда вы едете, я говорю, ну вот завтра уже должен, они оставляли еще там мероприятие в Филиппинах, я говорю, я должен быть в Ингушетии на открытии шахматного клуба. И они на карте так смотрели, где же Ингушетия это находится, и попросили меня, члены президентского совета, пожалуйста, передайте руководству Ингушетии, шахматной федерации, шахматистам, что этот шахматный клуб, который мы открываем, он вносится в список шахматных международных Академии Всемирной шахматной федерации ФИДЕ. Юные таланты, любители, профессионалы, шахматисты из Ингушетии будут иметь право пользоваться квотой президентского совета ФИДЕ и участвовать в европейских, азиатских и мировых чемпионатах. Одно место я отдаю Республике Ингушетия. Это наш подарок. Но это не случайный такой подарок, наверное, от ФИДЕ и, наверное, и от Республики Калмыкия. Почему? Потому что капитаном сборной Калмыкии, первым международным гроссмейстером в Республике Калмыкия стал не калмык, стали не другие представители, а стал Эрнесто Инаркиев. Отсюда. Турнир проходил 2 дня. Сюда съехались представители всех субъектов СКФО, а также Республики Калмыкия. Более 50 шахматистов приехали в Ингушетию. Каждый из них провел по 9 встреч. Главным призом чемпионата стал автомобиль. Новенькая Лада Приора уехала в Ставропольский край. Ее обладателем стал чемпион России по шахматам 2002 года Александр Ласин. Довольно непросто было, особенно последний день, потому что мало партий, в целом 9, то есть любое поражение, любая ошибка, ну, в общем, может фатально на конечном итоге сказаться. Поэтому, конечно, как бы напряжение присутствовало. Машину я выигрываю 2-й раз, и все это происходит раз в 12 лет, поэтому эмоции, конечно, самые прекрасные. После символического перерезания красной ленточки гости осмотрели центр и увидели его возможности. Здесь уже проходят тренировки по борьбе и шахматам. Прошедший турнир – один из первых шагов к развитию этого вида спорта в республике. Борьба у нас развивается, другие виды спорта развиваются. Важно то, что у нас не было развитой шахматной школы. И сегодня я благодарен Кирсану Николаевичу за активное участие в этом проекте. И то, что вот мы сегодняшние соревнования делаем уже традиционными, ежегодными, и это обязывает и нас уже более совершенно развивать шахматную инфраструктуру. Ну, естественно, более организованно подходить к организации каких видов соревнований. Конечно, бесспорно у нас появится такая школа и в Назране, и в Магасе, и в Молдавеке. Это я сейчас поручение дал всем главным муниципальным образованиям, и они за счет бюджета они это сделают в течение года. И одним из таких важных факторов здесь, опять же, является то, что этим видом спорта могут заниматься и больные, я имею в виду инвалиды с ограниченными возможностями, и здоровые, и малые, и большие, и взрослые. Борьба и шахматы – это 2 вида спорта, которые развиты на Кавказе в разной степени. Чемпионов России и мира по борьбе среди выходцев из республики СКФО много, а вот известных шахматистов мало. Не в обиду будет сказано моему другу Михаилу и Асламбеку, борцам. По-моему, мы с борьбой немножко переборщили. Потому что когда все занимаются борьбой,
Когда есть десятки других возможностей, чтобы мы занимались. Вот, допустим, в Дагестане почему не занимаются парусным спортом? Почему у нас занимаются горными лыжами? Почему, наконец, не занимаются по-настоящему, серьезно, как это было в советское время, шахматами? Я не знаю, знает ли Александр Николаевич, у нас в горах были свои шахматы. Значит, такая каменная плита, квадраты такие, и по квадратам клали белые и черные камешки, и очень серьезная игра была. Может быть, надо возродить и свои шахматы, которые у нас были. После открытия центра шахматный спорт в республике должен набрать обороты. Ингушетия вошла в мировую федерацию ФИДЕ, в которую входит около 180 стран. И здесь, в Троицком, обещает проводить турниры как России, так и мира. Муслим Ганиев, Майрбек Миржоев. Новости 24.